Медицинский десант высадился в Северной Осетии. Сегодня лучшие врачи разных специальностей из российской детской клинической больницы до самого вечера будут принимать пациентов. Медики разделились на две команды. Одна направилась в Республиканскую детскую, а другая в Алагирскую районную больницу. Мы все знаем, что произошло в последнее время в Алагирском районе с жителями этого района. В связи с тем, что возникли очень большие проблемы с водой. И мы решили, что в этом районе сегодня это необходимо просто провести туда этот десант и посмотреть и встретиться с больными детьми. У маленькой Эмилии так называемый гиперкинез – непроизвольные движения в мышцах рук. Мама девочки надеется, что опытные медики предложат новый эффективный метод лечения. Сопровождает нас вот этот гиперкинез, и все проблемы в основные у нас от него. И вот что за метод лечения или что они могут нам предложить, вот это мне интересно. А так все, что возможно делать, это мы делаем и в своей республике, и в Пятигорске бываем, и в общем, как можем, так и воздействуем. Списки детей, которые должны попасть на прием, подготовили заранее. Здесь дети с особенно сложными случаями. Каждого ребенка сопровождают один из родителей и обязательно участковый педиатр, который потом реализует все рекомендации столичных коллег. На такие приемы, как правило, вызываются непростые пациенты со сложной длительной патологией, с сопутствующими заболеваниями, которые имеют какие-то проблемы при обычных, скажем, методах лечения. Кроме консультаций, кроме рекомендаций, мы еще проводим отбор детей на госпитализацию в Российскую детскую клиническую больницу. Всего врачи осмотрят около сотни детей. Главврач Российской детской клинической больницы Николай Ваганов готов продолжать сотрудничество с нашей республикой. С пациентами из Северной Осетии больница теперь будет связываться и по телемосту. По словам медиков, в некоторых случаях это поможет больным не вылетать в Москву на лечение. Тамила Хамицаева, Заур Цеов, Осетия ТВ.